Я приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 24 марта. Это пятница. Я смотрю для вас на колоде пасьянс все знаки зодиака. По 6 знаков, 2 видео у меня будет. Начинаю с Овнов. 24 марта, пятница, события дня, Овны. Так, Овны, смотрим. Змея. Это завистники, да, то есть люди, которые завидуют, или люди, которые пытаются вас как-то ужалить, обидеть. Угу. Довести до слез. Вот даже, видите, яблоко выпадает. Болезнь. Кстати, вместе с болезнью это еще может быть медработник. Да, то есть если мы здесь говорим о здоровье, то это может быть какой-то специалист. А слезы может быть болезненная процедура. Исполнение желания. Застолье. Деловая встреча. Успех. Выбор. 2 варианта. Новость нельзя. И еще есть замочек. Это тайна. Может открыться какая-то информация для вас. Так, проверяем горизонтали, вертикали. Дом нельзя. Подсвечник нельзя. Здесь нет. Смотрите, значит, что получается. Показывает, что, возможно, вы будете заниматься своим здоровьем или своей внешностью. Да, тема черепа. Дальше змея может показывать медработника. Слезы, какая-то процедура. Я думаю, что вот они так могут проиграться. Дальше, либо отдельно, да, то есть, допустим, болезнь, какие-то неприятные люди, неприятное общение, слезы, исполнение желания, деловая встреча, застолье, успех, выбор и информация. Так что у вас только вот в начале тут парочка, да, не очень хороших событий, а дальше прям ситуация налаживается. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу к Тельцам. Тельцы, смотрим. 24 марта. Пятница. События для тельцов. Письмо. Это получение какой-то новости, может быть, получение посылки, получение документа. Победа.
удача. Будильник показывает, что, возможно, в этот день у вас будет на определенное время какая-то там или встреча, или получение, да, опять же, и вам надо будет не опоздать. Успех. Обман нельзя, ножницы нельзя, свидание можно. Вот, возможно, у вас свидание на определенное время, да, то есть какая-то встреча. Значит, что получается? С утра вы что-то получаете, может быть, смс-ку, да, например, не знаю, либо какую-то информацию. Дальше победа, успех, удача. Нужно обязательно ориентироваться. У вас, скорее всего, будет встреча на определенное время. Будильник всегда показывает, что вы можете опаздывать. Поэтому, да, если вдруг совпадет это событие, то лучше вам выходить пораньше, чтобы не опоздать, потому что можете в этот день. Ну, вот такая информация для вас. А так день очень хороший у вас будет. Успех и удача на вашей стороне. Смотрим дальше. Близнецы. Двадцать 24 марта, пятница. События дня. Успех. Верность. Лебедь. Пустые разговоры. Выбор. Мешок с деньгами. Ну, чаще он проигрывается как траты. Любовь. Еще нашла вам 2 сердца. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, в личной жизни что мы видим? Все прекрасно. Любовь, верность. Если личной жизни нет, то это может быть знакомство, 2 сердца. Дальше по финансам, ну, скорее всего, траты. Успех в работе, в делах, да, в каких-то, то есть лавровый ног у нас показывает больше социум. Пустые разговоры также могут быть. И колебания, сомнения при выборе. Да, то есть будет 2 варианта, и вы будете сомневаться, колебаться, какой из них выбрать. Что это, я уже не знаю. Что именно, в какой сфере это будет. Ну, вот такой день у вас. В принципе, смотрите. Да, то есть из минуса это только вот какой-то сложный выбор. А так все события хорошие. Благодарю за внимание. Близнецы, перехожу я к ракам. Раки.
24 марта, пятница. Дорога. В пятницу у вас может быть. Домик — это какое-то событие, мероприятие, праздник на определенное время. Возможно, не у вас дома, а у кого-то в семье, в родне. Может еще так проигрываться. Да, то есть вам надо будет на определенное время на это событие. Корона. Корона — это у нас общение с представителем закона власти. Деловой разговор. Возможно, вот как раз подсказывает, что деловой разговор будет с каким-то влиятельным человеком. И змея еще есть. Ну, змея — это какой-то человек. Кстати, дорога, видите, вместе со змеей может быть. То есть здесь либо с вами будет ехать какая-то змея, может быть член семьи по году рождения змея, но чаще, конечно, змея проигрывается как кто-то, кто пытается вас ужалить, сказать что-то неприятное. Поэтому тут вот как вариант надо быть осторожными. Возможно, если вы едете на общественном транспорте, не знаю, там автобус, поезд, возможно, это вот попутчик рядом будет такой, знаете, вредный какой-то вот, или вредная. Так что вот к этому надо быть готовым. А так все события хорошие. Какое-то событие, и, возможно, еще на определенное время дорога. Вот билет может быть на определенное время в этот день. Корона — это общение с влиятельным человеком. Это может быть человек, который проверяет или сопровождает в дороге. И деловой разговор тоже может быть в этот день у вас. Вот такие события, раки. Благодарю за внимание. Перехожу ко львам. Львы, 24 марта. События дня, пятница. Удача, первое событие. Луна. Луна у нас показывает событие, которое повторяется каждый месяц с вами. Сейчас, секундочку. Так, продолжаем. Отвлеклась. Выбор.
Тайная встреча, свидание. Верность. Неприятность нельзя. Ожидание. Друга тоже нельзя. Слезы. Встреча. Но это именно деловая, больше рабочая встреча. Замок откроется тайно. То есть вот эта тайная встреча, скорее всего, это в тайне от вас кто-то где-то с кем-то будет встречаться. Да, то есть, но эта тайна откроется. Возможно, это вас расстроит, слезы. Ну, как вариант, да, вот они могут вместе так проиграться. Угу. Так, и здесь нет, значит, смотрим. Получается, с утра удача выпадает вам, будет сопутствовать. Дальше будет событие, которое постоянно повторяется с вами каждый месяц. Я думаю, что вы поймете, о чем здесь. Может быть, даже вот в этих числах. Дальше выбор. Вы стоите перед выбором, два варианта. Есть такие колебания, сомнения. Делать, не делать, там, покупать, не покупать. Дальше гармоничные отношения в паре. Какая-то тайная встреча. Но эта тайна откроется. Не знаю, вы будете в тайне встречаться или в тайне от вас будут встречаться, но эта тайна будет открыта, потому что замок выпал. Да, то есть вот это вот об этом станет известно. Дальше также выпадает деловая встреча, ожидания и слезы. Ну, вот такой у вас день тут интересный получается. С какими-то секретиками. Благодарю за внимание, львы. Перехожу к девам. Девы. Двадцать 24 марта. Пятница. События для дев. 24 марта, пятница. Победа. Свидание. Любовь. Неприятность. Неприятность рядом со свиданием, то есть, возможно, будет связано. Может быть, опоздаете, неприятность, да, то есть, или что-то произойдет там. Рыба. Рыба — это какие-то махинации, обман, схемы. То есть тут надо быть очень осторожными вам. Еще рядом выпадает болезнь, плохое самочувствие. Может быть, рыба прям рыба, да, то есть продукт и болезнь, плохое самочувствие. Рыбой можно отравиться, как вариант. Потому что иногда события, они прям вот у нас в лоб проигрываются.
Да, то есть яблоко – это яблоко, книга – это книга, рыба – это рыба, поэтому тут тоже надо не забывать момент этот учитывать, а я иногда забываю об этом вам говорить. Сундук нельзя, корону нельзя. Ну, здесь нет нигде. Значит, получается, в этот день, в первой половине дня может быть какая-то победа. Хорошо, если у вас там назначены какие-то переговоры, да, то есть или у вас, не знаю, там экзамены, переаттестации. Вот победа всегда показывает хороший результат. Все хорошо в личной жизни, любовь. И может быть свидание, да, то есть приятная какая-то встреча. Но также, да, то есть на этой же встрече может произойти неприятность. И даже здесь, возможно, показывает какая, да, то есть какой-то обман, схема и проблема со здоровьем. То есть вот надо на это обратить внимание. То есть вот это, скорее всего, одна история. 3 события эти показывают. Поэтому какая-то неприятность может быть. Будьте, в общем, осторожны в этот день. Доверять никому нельзя. Если выпадает рыба, то надо вот всех перепроверять. Никому не верить. Благодарю за внимание, девы, и перехожу я дальше к весам. Ну, знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео, не в этом видео. Значит, ссылочку на вторую часть я уже оставила для вас внизу в описании. Вы можете найти. Ну, или на моем канале, то есть как удобно будет, так и переходите. Жду вас во второй части.